В этих стенах сегодня ожила история не в виде пыльных музейных экспонатов, а в живых дышащих красках. Название проекта «Оживший орнамент» говорит само за себя. Каждый узор и элемент здесь не случайны. Они хранят в себе память веков и душу мастерицы. Если бы Мадина не была вот такой умницей, надежной, вот эту красоту мы бы не увидели. На персональной выставке Мадины Мартазановой представлено более 60 полотен. Это не просто ковры ручной работы, это зашифрованное послание наших предков, которое автору удалось воскресить. Ее путь в искусстве – это пример того, как любовь к наследию перерастает в жизненное призвание. При близком рассмотрении можно понять, что это не просто рисунок, а сложная петлевая техника. Тот самый принцип, который использовали наши прабабушки. Мадина признается, где-то она позволяет себе изменить цвет, адаптировать размер под современный интерьер. Но основа та самая, исконная. Работы, посвященные национальному орнаменту. Сейчас это очень важно, потому что вот на этом этапе национальный орнамент, это все возрождается на сегодняшний день. Вот. И надо отметить, что Мадина одна из первых создает ковры петлевые. В Ингушетии множество выдающихся художников и горянок, чьи имена и труды оставались без должного признания. Мадина же своим упорством и талантом сумела не только сохранить древние техники, но и сделать их актуальными сегодня. И это признание вышло далеко за рамки ее мастерской. Работы этого автора представлены на всевозможных выставках, которые проходили у нас в регионе, так и далеко за пределами, потому что мы должны показывать разные стороны своего искусства. А наш народ, он наделен талантом. В прошлом году семья Мартазановых была удостоена звания «Семья года» в области культуры и искусства. Это награда не только лично Мадине, но и всей ее семье, которая поддерживает ее в этом стремлении сохранить национальную культуру. И сегодня ее выставка – это уже не частная история успеха, это общее достояние, мост между поколениями и наглядный урок того, как любовь к своим корням рождает настоящее искусство, которое, без сомнения, останется в веках. Амина Зязикова, Абдулла Тангиев, Магас 24.